эфире «Актуальное интервью», в студии Александр Хавренко. Ежегодно, 22 июля, во всем мире отмечается День мозга, учрежденный Всемирной Федерацией неврологии для повышения осведомленности широкой публики о важности здоровья мозга. Как распознать проблему со здоровьем мозга, какие профилактические меры советуют применять специалисты, какие проблемы с мозгом актуальны для жителей нашей республики. Об этом мы сегодня поговорим с Анной Игнатьевой, врачом-неврологом отделения реанимации и интенсивной терапии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. Анна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна Васильевна, какие заболевания головного мозга и нервной системы наиболее распространены в нашей республике? В нашей республике, как и во всем мире, наиболее распространены сосудистые заболевания мозга. Это инсульты, они занимают первые места, инсульты, инфаркт, вот эти вот сосудистые заболевания, они занимают первые места в структуре летальности, заболеваемости и инвалидизации. А как сегодня обстоят дела с лечением и профилактикой заболеваний головного мозга и центральной нервной системы? В нашем региональном сосудистом центре и в первичных сосудистых отделениях Якутии в последние 2 года снизились летальность в 2 раза почти. И вот у нас по хирургической помощи Якутия занимает 3-е место по оказанию хирургической помощи при геморрагических инсультах. Вообще у нас в настоящее время проводится высокотехнологичная медицинская помощь при инсульте. Вообще весь процесс лечения, он высокотехнологичный. Мы оказываем помощь, такие виды методики применяются, как ангиография, тромболитическая терапия, тромбоэкстракция, а также оперативное лечение, это клипирование аневризмы, эндоваскулярная эмболизация аневризм и артериовенозных мальформаций, а также декомпрессия головного мозга при ишемическом инсульте. Как вы сказали, одним из самых распространенных заболеваний являются инсульты. Расскажите, пожалуйста, как по внешним признакам можно понять, что у человека случился инсульт и что следует в первую очередь сделать? Существует тест специальный, он называется FAST, это аббревиатура на английском языке. Первая буква F, она означает лицо, face, то есть попросить улыбнуться человека, и у человека будет улыбка кривая. А также 2-я буква это arm, рука, попросить поднять руки, и одна сторона будет двигаться хуже, чем здоровая сторона, и рука будет опускаться. 3-й это speak, говорить, попросить говорить, попросить повторить какую-нибудь фразу человека. И человек не сможет ее повторить нормально. И 3-я буква это time, это значит время вызвать скорую помощь. Чем быстрее, тем лучше. А также другие виды, вообще инсультов 3 вида основных. Это ишемический, геморрагический, субарахноидальное кровоизлияние. И при каждом из них симптоматика будет совершенно разная. При ишемическом инсульте в основном это онемение и слабость одной половины тела в сочетании с нарушением речи или без нарушения речи, такое бывает, с нарушением зрения, с нарушением глотания, с головокружением, с шаткостью при ходьбе. При субарахноидальном кровоизлиянии на первый план будет выходить головная боль. Она может сочетаться с рвотой, с повышением давления, а также может возникать очаговая симптоматика. Вообще различают общемозговые симптомы и очаговые. При инсульте будет возникать эта симптоматика. То есть человек может потому, что резко, внезапно на фоне здоровья полного человека появляется слабость в одной стороне тела, сочетание или без головной боли и так далее. По этим симптомам нужно срочно вызывать скорую и ехать в больницу, чтобы была оказана помощь своевременно. А сколько времени займет лечение и, собственно говоря, сколько времени будет длиться реабилитация после инсультов? Лечение при инсульте, стационарное лечение, оно может занимать от 5 дней при транзиторных ишемических атаках, и малом инсульте это 12 дней, и при ишемическом 20-21 день. При больших кровоизлияниях в мозг лечение может занимать 28 дней.
Реабилитация, вообще ранний реабилитационный период – это 6 месяцев после инсульта, но вот реабилитация сейчас у нас начинается уже с первого дня инсульта в отделении реанимации и продолжается, пока человек находится в стационаре. Дальше, после выписки, он, в зависимости от того, куда он выписался, тоже продолжается реабилитация. Ну, мозг очень тонкая субстанция, и вот реабилитация, наверняка какие-то программы реабилитации не стоят на месте. Что-то новое, какие-то новые эффективные программы реабилитации появились за последнее время? У нас существует специальное отделение реабилитационное. И вообще вот сейчас у нас в нашем центре пациент получает лечение такое вот комплексное. С первого дня инсульта он уже осматривается мультидисциплинарной бригадой, которая уже начинает реабилитацию. Вот это и есть вот новое за несколько последних лет, что уже внедрено в лечение инсульта. На уже данный, десятилетие, наверное. Да, на данный момент сколько пациентов в вашем отделении? И вообще имеется ли такое понятие, как сезонность инсультов, например? Ну, сейчас у нас в отделении реанимации у нас больных относительно мало, потому что у нас коек 12, и в основном у нас пациентов бывает очень много, 15 и больше, 18, 16, вот так вот. Но сегодня у нас меньше, это 5 человек. Это может поменяться к вечеру, может поступить сразу до 8, до 10 пациентов в день. В отделении неврологии тоже вот 40-50 человек. Сезонность, я бы не сказала, что существует сезонность какая-то. Люди поступают вне зависимости от сезона. Ну, бывает подъем иногда при жаркой погоде. В период, когда заканчивается вот этот дачный период и так далее. После праздников тоже бывает массовое поступление. Да, есть такие зависимости. А какие меры профилактики стоит предпринимать, чтобы все-таки не случился инсульт? Ну, инсульт – это осложнение таких заболеваний, как гипертония, диабет и атеросклероз. Вот эти вот 3 основных заболевания. Для профилактики я бы сказала, что вести, как бы это банально ни звучало, но вести здоровый образ жизни. Модифицировать то, что можно модифицировать. Есть факторы риска, которые нельзя модифицировать. Туда входят возраст, пол и наследственность. Вот это изменить мы никак не можем. А то, что мы можем изменить, это наш образ жизни, наша физическая активность, наше питание, наше настроение, сон, наша реакция на стресс и наши заболевания, которые мы можем взять под контроль и не дать им развиваться дальше, давать осложнения какие-то. Вот это все относится к профилактике. А есть еще вот сейчас вот люди, я хочу подчеркнуть, что люди иногда вот думают, что профилактика – это 2 раза в год прокапаться системами и капельницами. Это никак не относится к профилактике. Профилактика инсульта – это лечение факторов риска постоянное. Это наблюдение у врача, кардиолог, эндокринолог, нормализация массы тела, борьба с ночным храпом даже входит в профилактику. Анна Васильевна, а что нужно делать и чего не нужно делать для того, чтобы мозг оставался здоровым? Давайте нашим зрителям дадим какие-то рекомендации в домашних условиях. Что нужно делать? Это сейчас вот диета, основная диета, физическая активность. Это не обязательно там занятия в спортзале до 7-го пота. Это просто просто пешие прогулки, например, на улице вечером. Борьба со стрессом, как-то поменять реакцию на стресс, питание изменить, средиземноморская диета. Также, что мы можем сделать, это решать, чтобы здоровье мозга сохранить, надо развивать его. Это чтение литературы, изучение иностранных языков, какие-то занятия, которые необычные для нашего мозга. Выходить из рутины, выходить из своей зоны комфорта, можно сказать. Это развивает мозг, не дает ему атрофироваться. Большое спасибо, Анна Васильевна, за такую интересную и содержательную беседу. Тема очень важная для нас.
Будем надеяться, что зрители прислушаются к вашим рекомендациям и у вас будет как можно меньше пациентов. Всего вам хорошего, спасибо. Всего доброго. Это было актуальное интервью. Всего вам доброго.